Ну вот я снова в гараже. Мастерская, гараж. Все в одном. Снял капот. Снял свечи. Проверил искру. Искра кое-как на есть сейчас. Сейчас вот я снял уже болты. Стартер снимаю. Короче, чтобы проверить, там искру показать. Но такая тоненькая искра появилась. Я не знаю от чего. И все-таки я решил снять. Магнито поменять. Снял стартер. Дальше идет у нас шкив, если правильно назвал. Шкив, где ремень этого охлаждения, там, вентилятор. Сниму шкив, тут на 3 болтах. Дальше у нас после шкива получается маховик. Под этот ключ надо посмотреть, какой ключ там. Надо тоже прикупить, чтобы... Али, может, этот подойдет? Нет, не подойдет. Короче, буду потихоньку разбирать. Рано или поздно надо самому научиться. Сейчас я подглядел в интернете, что как снимается, меняется. Тоже попробую самостоятельно все сделать. Такс. Так легко он открутился, как странно. Интересно. Товарищ сказал, что первый раз, когда откручивал эту гайку, еле открутил. Нормальный ход. Тоже уже думал, придется мне пыхтеть тут возле этой гайки. Ладно. Так. Ну, остается только маховик снять. Это съемник сюда нужен. Съемник. Замаслилось, между прочим, все. Может, сальник там еще пробило. Так. Это фигня там жать. Все. Маховик снят. Вот, ребята, наш герой. Как мы видим. Подозрительное. Что-то тут замаслилось, я не знаю что, от чего. Какая-то нехорошая картина идет вот тут. Есть подозрение, что там сальник пробит, коленвала. Угу, метки есть, оказывается. Вон они, метки. Да. Метки есть. Если что, чтобы не забыть.
Там 2 метки даже. Надо сразу отметить нужные нам метки. Вон они. Чтобы зажигание не нарушить там ничего. Ну, осталось там 2 винтика. И то какие-то спецключ тоже нужен. Ладно, буду дальше разбирать. Основное все сняли. Еще осталось магнитос снять. Да, еще пока не забыл. 2 слова про этот съемник. Меня также предупредили. Был уже случай, что съемник, отверстия не подходят к маховику. И это то же самое у меня было. Пришлось мне одну дырочку побольше сделать. Напильником обработал там чуть-чуть побольше. Ну, 2 болта закручиваешь в маховик. 3 ну никак не подходит и все. Съемник, короче, не подходит к отверстиям, к маховику. Имейте в виду, кто первый раз новичок. Я мало что в этом разбираюсь, но этот совет я даю. Перед тем, как надеяться, что в лесу вы сразу снимете все это дело. Если под рукой у вас не будет напильника, вы этот съемник никак не как подгоните, там отверстие не подходит. Лучше дома проверить, подходят или нет. Так что имейте в виду. Или круглый напильник с собой берите. Вот так. Ну, такой маленький совет дал. Здесь вроде все как чисто. Ничего не наблюдаю. Так, замасление, там масла, ничего такого нету. Ну вот. Здесь вот тут. Прям как-то подтеки идут. Откуда идут? Не знаю. Так, ребят, вот смотрите. Сальник там пиздец, пробито. Сальник пропускает. Топливо, масло идет сюда. Все уже там. Видите, какая картина там. В принципе, все разобрал. Вот сама магнита. И также вот смотрите. Все весь в масле. Не знаю, работает, нет, может и не в нем причина, но прикуплю я новый, поставлю, что-то изменится, нет, и заодно поменяю вот этот сальник. Этот сальник стоит на герметике. Сейчас я все это дело вытащу, этот старый сальник, и тоже отправлю вместе с магнитом МД44Б, вот какая магнитос тут стоит. Наверное, вот сейчас я тоже много со своими знакомыми разговаривал, спрашивал, что, какой лучше покупать. И вот здесь снивший один знакомый все время меняет вот уфимский, что есть из завода, то и меняет. Уфимский поставили, говорит, уфимский пользуюсь. Сейчас, говорит, первый поменял, прошел 1000 километров сгорел. Сейчас, говорит, второй уже поменял, 5000 прошел, нормально, пока, говорит, бегает. И запас еще прикупил. Я, наверное, также вот копию этого я возьму, куплю. И заморачиваться не буду на московские, на рыбинские. Не знаю, мнений, советов разные. Кто что предлагает, как бы советует, но куплю, наверное, вот такой. Также поменяю все это дело, и все ништяк будет. Ну вот, ребят, привезли мне запчасти. Подозрение на то, что у меня сгорел вот этот магнино или как там. И вот с внутренней стороны как-то все почернело, потемнело там. Вон. Может, так и должно быть, может, что-то там нагрелось, из-за этого почернело. Всякое может быть. Одним словом, я заказал то же самое. Хотел московский ставить, но заказал именно такой.
МД или ИДа или МД, МД4Б. Да, МД. И тут вот тоже мы видим МД4Б. Ну, отличается. В чем отличие? Вот эта штучка, короче, чуть-чуть по-другому выглядит. Это в изоляции какая-то, это вот такая изоляция непонятная. Такая же катушка. Все одинаково. Будем ставить, менять. И дополнительно еще прикупил сальник коленвала. Тоже много спрашивал у многих. Вон. Сальник коленвала. Думаю, тоже надо поменять, потому что все там замаслилось, все протекает. Знакомый тоже говорит, не надо менять, родной будет ездить, немножко пусть течет, пока не будет стрелять или еще какая-то поломка не будет. Но, короче, в интернете там один даже буранист ремонтирует бураны. Я у него поспрашивал, и он сразу сказал, что надо менять. В любой момент, говорит, может поршень сгореть или еще какая-то. Ну, прикупил, в общем. Долго думал, и все-таки поменяю, если получится, буду менять. В общем, все это дело соберу сейчас. Соберу и посмотрим, искра появится или нет. В обратном порядке еще буду собирать. Но первоначально мне надо поменять вон оттуда сальник. Стоит там намертво поставлен на герметик. Ну вот. Вот старый сальник. Кое-как надернул. С двумя саморезами. Какие учили. Там в интернете подглядел. Ну тут что? Вижу, подшипник стоит. Масло, которое не должно течь вот сюда, в этот корпус. Ну вот, сальник на месте. Честно скажу, пришлось мне попотеть. На третий раз только получилось. Сперва смазывал герметиком, ставил, но ни в какую не лезет. Как-то перекос идет и все. Потом второй раз ни хрена не получилось. Потом позвонил другу. Что-то, может, что-то я не так делаю, спрашиваю его. Да все, говорит. Потихоньку, говорит, постукивай, и все получится. Ну, еще на третью попытку у меня вот получилось. Сальник сидит на месте. Поставил на герметик. Не знаю, сколько будет держаться, как. Все. Вытащить быстрее, чем, блин, ставить. Ставить намного труднее. Короче, магнитон на месте. По метке все поставил. Как и первый магнитон там родной стоял. Сейчас остается только ставить маховик. И как маховик, потом этот шкив и стартер. И проверим искру. Появится, нет.
Так, ребят, все я собрал. Ну, здесь я еще не затянул. На один болт только затянул. Сейчас проверю. Искра есть, нету. Штекера там. Все подключил. 2 штекера там было. Волнуюсь. Очень даже волнуюсь. Сейчас я выключу свет. Так. Искра есть. Надеюсь, видно. Такая цвет такой искры сиреневый, ну не синий, что очень стопроцентная искра, это синий когда, но это какого-то сиреневого цвета получается, не то красный, не то синий, вот такая. Ну все, буду затягивать, искра есть. Так, ну как мы видим, я уже все собрал, оставалось только вот крышку поставить и все. Но вчера мне друг позвонил, знакомый, односельчанин. И когда, говорит, заменишь магнито, не старайся заводить стартером вот этим, именно заводским стартером. А заводи шнуром. Ну, первый раз. Потому что если зажигание вот так, магнито не так поставил, зажигание ранее получилось или еще, есть такая фишка, что когда стартер дергаешь, он обратно втягивает в себя этот шнур. И до такой степени такой удар, говорит, бывает, что может разбить там стартер. Я лучше... В общем, я услышал его. Это недолго. Разобрать там 4 болта. Я разберу и шнуром заведу. Ну, если заведется, конечно. Фиг с ним. Будем проверять так. Действительно, может, если вдруг зажигание там не так поставил, может и так дернуть, что что-то сломается или еще. Ну, проверим, давайте шнуром. Это недолго там разобрать. Так. Короче, готовлю шнур. Вот такую безделушку заготовил. Деревяшку, ручку. Ну и шнур, вот смотрите, это с бураном идет. Не пожалели. Это видно у них очень много. Ну, короче, дофига. На 2 шнура хватит, в принципе. Давайте, наверное, наполовину так и сделаю. Вот так. Вот так вот. Все хорошечно. Ну и останется еще веревка на 2 шнур запасной. Вот так вот. Все. Тут еще запас. Можно на хусварну пилу. Там, в принципе, тоже такой шнур. Смело режем. Кучу раз писали, что надо Ямаху брать, еще какой-то буран. Рано или поздно Ямаха сломается. У знакомых Бомбардье или что там, но марки это крутые. Тоже ломаются. Ходовая там. Ходовая и коробки. Все ломается. Нет такой техники, которая не ломается. Все, короче. Ух, хорошечно. Сейчас попробуем, заведем. Что получится, глянем. Если мы так
сделаем сперва неполный оборот такой. Пока хватит. Так. Фух, ну, газку. Нормальный ход. Опа. Так. Еще топор нужен сюда поставить, и все, к бою готовы. Сейчас выеду, попробуем, как там на улицу, на другой гараж, наверное, перегоню этот буран. В принципе, все тут, что от меня зависит, я все сделал, а там уже пусть нас возит по ходу. Так что надо пробовать в деле потом, как будет работать новый магнитол. Буран на своем месте, в своем гараже. Был небольшой ремонт, заменили магнито и сальник коленвала заодно. Тут многие пишут, как глушить двигатель, но такого, как сказать, в общем, спорный вопрос там идет. Кто говорит красной кнопкой глушить, кто говорит ключом, кто подсосом, я не знаю, вот этим, что-то так и не понял. Вот две штучки тут. Ну, этот насос качаешь, как бы вместо груши. И еще обогатитель или как там. Одним словом, как меня учили глушить красной кнопкой, так и надо. Но самое главное, что я знаю, что боится магнитола, от чего сгорает, это когда ты газуешь, газ скидываешь, обороты там еще есть, и сразу глушишь.
Вот это влияет на магнитоз, сгорает. А так, в принципе, стоп. Для этого есть стоп-кнопка. Ни в коем случае, в принципе, не надо глушить там ключом. Это мне так предупреждали. И я этим предупреждением придерживаюсь. Сегодня вот также совет давали, что надо проверить шнуром. Также я сделал. Все, короче. Вот такой фильмец у меня получился. Ремонт бурана. В общем, дальше будут походы уже на буране, я думаю. И дополнительно еще я прикуплю второй магнитозапас. Коммутатор, в принципе, тоже надо прикупить. Все это дело. Вот так. Ну, наверное, все. Всем пока.